За одну сессию депутаты парламента принимают более 120 законов. Почти 90% из них подписываются президентом и вступают в силу. Отслеживать исполнение законов должен парламент. На законодательной базе у нас совершенно ясно и полностью присутствует возможность реализации парламентского контроля, и это является тем, чем парламент на самом деле должен заниматься. Какие механизмы есть у парламента для осуществления контроля? Достаточно подробно прописаны все процедуры, касающиеся и отчетов правительства, прокуратуры, отчеты о парламентских расследованиях, о депутатских запросах. Это в первую очередь это вопросы-ответы, да, то есть это определенный, вы знаете, парламентский час, парламентский день, где представители исполнительной власти приходят и отвечают на вопросы депутатов. Парламентский контроль также может включать в себя в нашей практике нынешней выезды отдельных депутатов и узнавание ситуации на местах, когда есть какие-то чрезвычайные ситуации. Эффективен ли парламентский контроль в Кыргызстане? Законы, которые принимаются парламентом, должны исполняться, и парламент сам должен контролировать и регулировать, мониторить процесс исполнения. И в этом плане, конечно же, у нас с парламентским контролем большие сложности в стране. Даже прогрессивные нормативные правовые акты должны содержать механизмы постоянного контроля и совершенствования. В 2017 году был принят закон об охране и защите от семейного насилия, который призван создать систему охраны жизни, здоровья членов семьи от насилия. Важность отслеживания реализации этого документа подтверждается тревожными цифрами. В прошлом году от семейного насилия погибли 62 женщины, 288 получили ранения. Закон об охране и защите от семейного насилия – один из двух, на которых Комитет по правопорядку собирается применить проект методики оценки и мониторинга. Оценка исполнения законов может помочь вовремя выявить системные недостатки и улучшить исполнение закона. Это ближайшие планы. А пока… Не прописано внутренних регламентов государственных органов, как именно должны осуществляться мониторинг и оценка. Кто должен этим заниматься в государственном органе, по каким форматам, по каким процедурам, какие именно данные должны быть там представлены. То есть вот такой детализации не случилось. На практике и механизмов, как это реализовать на самом деле, нету. Либо они есть, но очень слабые. В результате хромает, как мы говорим, исполнительская дисциплина. Другой вопрос, насколько эффективно используются эти механизмы, насколько детально они прописаны и позволяют ли они осуществлять своевременный контроль до того момента, когда констатируется факт, например, в негативном случае, что закон, допустим, не исполняется. Что нужно делать для развития парламентского контроля? Необходимы четкие подзаконные акты, процедуры и положения, которые регулируют процесс проведения парламентского контроля или использования механизмов парламентского контроля. Эти вещи у нас не прописаны. Наверное, имеет смысл развить некую архитектуру, что ли, процедур для парламентариев, для отдельных комитетов парламента, для того, чтобы в соответствующей своей деятельности, работе они могли очень четко с результатами истребовать какие-то ответы от исполнительной власти. Комитеты имеют ряд инструментов, чтобы быстро и мобильно реагировать. Но сейчас мы говорим о том, что ряд этих инструментов должны быть прописаны более четко процедурно, с критериями, с индикаторами. То есть должна быть определенная методология, утвержденная также на уровне Джогорку-Кенеш. Что предлагается? Парламент сам признал наличие проблемы. Есть депутаты внутри Джогорку-Кенеша, которые понимают, что надо что-то менять. И мы перешли уже на уровне парламентских комитетов к конкретным действиям для того, чтобы закрепить этот комплекс мер и дать на самом деле комитетам, государственным чиновникам, правительству вполне реальные механизмы, индикаторы. Было принято решение одним из комитетов апробировать новую методику парламентского контроля через оценку исполнения двух законов. Сейчас это законы о профилактике правонарушений и закон об охране и защите от семейного насилия. Наша задача посмотреть через методику, как эти законы осуществляются, как они исполняются, каждая из их норм разными сторонами. И самое главное,
какой эффект они дают. Специалисты предлагают оценивать реализацию законов в два этапа. Сначала комитет определяет законы для проведения проверки, образует рабочую группу, которая потом разрабатывает техническое задание. На первом этапе запрашивается информация у правительства. Рабочей группой проводятся оценочные мероприятия, включая опросы всех, кто так или иначе сталкивается с законом, участвует в его исполнении и должен получать прямую пользу. Готовятся отчеты. Затем комитет принимает решение по итогам первого этапа, содержащие конкретные рекомендации для всех сторон. На втором, заключительном этапе рабочая группа анализирует реакции сторон и готовит финальный отчет, а комитет принимает решение и вносит на рассмотрение палаты. В случае выявления системных проблем парламент принимает решение о внесении изменений в правоприменение, практику финансирования норм закона, либо внесении изменений в сам закон. Предлагаемая модель мониторинга и оценки призвана повысить эффективность исполнения законов, чтобы принятые новые нормы работали, а не оставались только на бумаге.